Доброе утро, уважаемые коллеги. Я поздравляю вас всех с прошедшим Днем города. Но поскольку вчера мы все с вами работали на разных площадках, у меня не было возможности вас всех поблагодарить лично в глаза. И, конечно, вчера прошел замечательный день, и погода стояла, и самое главное, очень довольны горожане. И было очень-очень много в связи с тем, что тепло, детей на улице. И я вас всех благодарю за то, что День города прошел очень успешно. Ну и отдельная благодарность нашим правоохранительным органам. День закончился нормально, несмотря на то, что беспрецедентно большое количество людей вышло вчера на улицы. Мы с Антонидой Николаевной обменялись мнениями, больше 40 тысяч человек приняло участие в уличных праздниках на улицах города, и больше 20 тысяч человек приняло участие на бесплатном концерте, который организовала группа компании «Синет» совместно с окружной администрацией города Якутска. Спасибо вам большое. И в самом начале у нас объявление о кадровых изменениях. Максим Макарович Трофимов назначен первым заместителем главы по вопросам финансов и экономики. И вы знаете, что мы стараемся придерживаться той позиции, когда заместители по финансам и экономике обязательно должны знать отрасль коммунального хозяйства, поскольку коммунальное хозяйство – это самая наша с вами большая проблема и большая задача, и поэтому знание для финансистов и экономистов тонкостей городского хозяйства самого крупного города в мире на вечной мерзлоте – это непременное условие. На этой неделе приступит к исполнению обязанностей заместителя главы по жилищно-коммунальным вопросам Роман Сергеевич Сорокин. Встаньте, пожалуйста, чтобы вас увидели. Роман Сергеевич, по специальности, по квалификации является техником теплоснабжения и теплотехнического оборудования, и затем получил также с красным дипломом высшее образование в Якутском государственном инженерно-техническом институте по квалификации инженер, специализация водоснабжения и водоотведения. Начал свою трудовую деятельность в 2002 году с должности слесаря котельного оборудования, затем его повысили до инженера-монтажника, и был еще и дежурным слесарем якутских котельных, поэтому, конечно, наше тепловое хозяйство Роман Сергеевич знает от и до. Затем, пройдя все ступени должностного профессионального роста, он стал заместителем начальника по производству якутского отделения энергосбыта. Для нас важно то, что Роман Сергеевич в совершенстве знает нормативную документацию отрасли ЖКХ, это важно. Понимает все регламенты, которые приведут к снижению потерь энергетических ресурсов. Это тоже наша задача, поскольку у нас очень много потерь. Работал по договорам, то есть и мы говорим о системе задолженности, которая в целом есть по городу Якутску и мешает как ресурсным организациям, так и управляющим компаниям. И это тоже вопрос, который мы должны с вами продвинуть дальше, улучшить ситуацию с задолженностью предприятий. Мы говорим о совершенствовании подготовки рабочих и инженерно-технического персонала предприятий коммунальной отрасли. Это тоже задача, и техническая подготовка производства в целом и его постоянный рост. Задачи, которые мы ставим перед отраслью ЖКХ города, они следующие. И в частности перед вами, конечно, Роман Сергеевич, поскольку это будет ваша персональная ответственность. Во-первых, это повышение качества работы управляющих компаний. Мы должны сказать, что за год в этом вопросе мы не особенно продвинулись. Поэтому управляющие компании все-таки в соответствии с теми нормативно-правовыми актами, правилами, положениями, которые есть, привести в соответствие их работу можно. Мы говорим о том, что управляющие компании – это как раз те организации, которые непосредственно влияют на повседневную качественную жизнь наших горожан. Поэтому это задача номер один. Второе – это, конечно, наши сети. Это наши сети, как существующие, уже принятые на учет, переданные и так далее, так и бесхозяйные. Количество бесхозяйных сетей огромное, катастрофически, более 6 тысяч объектов. В этом году мы с вами почти больше 700 уже оформим, но остается еще довольно большое количество, как вы видите, несколько тысяч.
Третье, это мы говорим о том, что необходимо все-таки провести должный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунальной отрасли. Предприятия коммунальной отрасли в довольно сложном положении. И, как показывает наша практика, анализ финансово-хозяйственной деятельности, который был проведен нами ранее, не всегда соответствует действительности. Тому печальный пример предприятия «Жилкомсервис». Поэтому все надо будет пересмотреть заново. Мы говорим о том, что нам необходимо наладить работу с ресурсниками, но тут я думаю, что никаких проблем у вас не возникнет. Ну и, конечно, самое главное – это функционирование городского хозяйства в отопительный период. И ваша задача – получить паспорт готовности города Якутска к отопительному сезону. Сегодня у нас в зале присутствует Владимир Юрьевич Федоров. Разрешите мне поблагодарить Владимира Юрьевича за самоотверженный труд в течение самого сложного первого года работы. Сегодня ровно годовщина с того момента, когда жители города Якутска доверили нам возглавить город Якутск, поэтому дата эта для нас особенная и значимая. Я благодарю вас, Владимир Юрьевич, потому что мы прошли с вами вместе самый сложный период. Спасибо вам большое. За вклад в социально-экономическое развитие столицы Республики Саха-Якутия, города Якутска и многолетний добросовестный труд присуждается почетное звание «Заслуженный экономист Республики Саха-Якутия» Корякиной Татьяне Кимовне. За вклад в социально-экономическое развитие столицы Республики Саха-Якутия и многолетний добросовестный труд почетной грамотой награждается Федоров Владимир Юрьевич, первый заместитель главы городского округа город Якутск. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех за вклад в меня, за учебу, которую я получил за последнее время. Я хочу поблагодарить своих глав, с которыми проработал последнее время и получил такие навыки работы на земле, которые неоценимы в будущем, мне пригодятся в управлении городом. Спасибо вам огромное всем. Мне было очень приятно работать с командой, которую веришь, которая ценна и которая обязательно приведет город к успеху во главе с Арданой Владимировной. Спасибо большое. Так, пожалуйста, начнем. Доброе утро. За отчетный период произошло 8 пожаров, погибших, пострадавших нет, крупных пожаров не было. За год с начала года пожаров 859, гибель 9 на 11, травмировано 12 на 9, спасено 30 человек. Проведено 42 рейда по жилому сектору, проверено 363 частных дома, проинструктировано 828 человек. Для обеспечения пожарной безопасности в дню проведения праздника День города было выставлено 2 поста пожарной безопасности. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. За отчетную неделю на территории города Якутска зарегистрировано 22 сообщения о преступлениях, из которых раскрыто 14. На пульт оператора 0 поступило 1652 сообщения. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 23. Это 1 убийство, 1 грабеж, 14 краж, прочих 7. Значит, установлено преступников, совершивших преступление, 32. В спецприемник помещено 42 административно арестованных. Значит, обеспечили охрану общественного порядка как по Жатаю по выборам, так и по Дню города. Доклад окончен. Спасибо, пожалуйста. Доброе утро. За истекшую неделю оперативная обстановка остается стабильной и находится под постоянным контролем линейного управления. Проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня антитеррористической защищенности. На территории оперативного обслуживания проводится ОПМ «Путина», «Арсенал», «Нефтепродукт». За истекшую неделю зарегистрировано 11 преступлений, из них особо тяжких нет. Всего выявлено 51 административное правонарушение. Из них в сфере антиалкогольного законодательства 21, мелкое хулиганство 2, нарушение запрета курения табака 11, иные 17. С помощью видеокамер выявлено 14 правонарушений. Доклад окончен. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получило ранение 12 человек. В целях обеспечения безопасности дорожного движения выявлено 1142 правонарушения. За управление транспортными средствами, состояние алкогольного опьянения задержано 36 водителей. За управление тонированными стеклами к административной ответственности привлечено 55 водителей. На специализированную стоянку доставлено 68 автомобилей. За нарушение правил стоянки
к ответственности привлечено 18 водителей, эвакуированы 5 транспортных средств. За неполнение требований предписанных дорожных знаков привлечено 4 водителя грузовых автомашин. В отношении должностных лиц составлено 5 административных материалов, из них по линии дорожного надзора 2. По недостаткам содержания уличной дорожной сети выдано 7 предписаний. В выходные дни проведены рейдовые мероприятия, а также обеспечено безопасное дорожное движение в период празднования Дня города. Доклад окончен. Доброе утро. За отчетный период Якутским комитетом государственного экологического надзора проведено 23 проверки, из которых внеплановых 17 и рейдовых 6. Выявлено нарушений 22, выдано обязательное предписание 5, передано по подведомственности 1 административное дело и наложено 16 штрафов на общую сумму 10 500 рублей. Взыскано 8 штрафов на 4000 рублей. Проведены субботники на прошлой неделе. По линии Чистые берега Дальнего Востока собрано мусор и другие отходы в пригороде и на Малом Хатыстахе. Обращаю внимание округа, пригород и Губинский, что на этой неделе нужно вывести собранный мусор. Так, в субботу проведен фестиваль энергосбережения в месте Ярче. Во время фестиваля организован сбор батареек и пластиковых бутылок, а также пластиковых крышек. Сбор показал, что население в принципе готово к раздельному сбору отходов. Поэтому вот обращаю внимание регионального оператора, что нужно будет постепенно внедрять практику раздельного сбора отходов. Доклад окончен. Я обратила внимание, что по городу есть несколько точек, которые занимаются сбором пластика. Я полагаю, что для начала, вот уже прямо сейчас быстро, мы могли бы начать, вот, извините за тавтологию, с организации именно сбора пластика, как наиболее опасного мусора, ну и в принципе и легко идентифицируемого и собираемого. Давайте мы план вместе с вами разработаем и поддержим тех предпринимателей, которые сейчас работают в этом направлении. Ну и, конечно, точек сбора должно быть больше, чтобы не везти их на машине куда-то в другое место. Практика раздельного сбора уже есть. В прошлом году позапрошлом году был проведен пилотный проект по Губинскому округу по раздельному сбору пластиковых бутылок. Да. Я считаю, итоги этого пилотного проекта были положительны. Хорошо, ладно, продолжим. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. По состоянию на 6 сентября 2019 года в целом по городу Якутску привито против гриппа 35 814 человек, что составляет 3,7% от плана. Специалистами Роспотребнадзора проинспектировано соблюдение требований законодательства в 57 точках торговли и общественного питания в день празднования 387-летия со дня основания города Якутска. Выявлены отсутствие отметки о прохождении профессионального гигиенического обучения в медицинских книжках. Отстранены от работы продавцы СХПК «Сахагропродукт», Кахани, Гагарина, НН. Установлено отсутствие необходимой информации для потребителя. Это отсутствие ценников, наименования организации, место ее нахождения у всех овощников, то есть у всех продавцов местной овощной продукции. За отчетную неделю Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия рассмотрено 11 дел об административном правонарушении в отношении 5 граждан, 1 должностного лица, 4 индивидуальных предпринимателей и 1 юридического лица. Назначено 2 предупреждения, наложен административный штраф на общую сумму 57 800 рублей. У меня все. Спасибо большое. Спасибо. Так, у нас до какого числа прививочная кампания? Когда крайний срок? До 1 ноября. Да? До 1 ноября. До 1 ноября. Пока 3,7%, да? Да. Ну, в принципе, учебный процесс только начался, поэтому я полагаю, что мы... Да, сейчас учебный год только начался, и поэтому
ну, за этот месяц и за первую декаду следующего месяца. Управление образования, значит, возьмите на контроль, давайте мы с вами обсудим, Наталья Романовна, на вашем уровне план привычной кампании, актуализируем его, если надо, будем подгонять. Надо сравнить. Вообще, главное, чтобы прививок, чтобы хватило, вакцин самих. Они в достаточном количестве на детей завезены, да? Да, прививка вся поступила, 100% от заявленного. Хорошо, спасибо. Так, управление дорог, пожалуйста. Доброе утро. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Якутске идет в плановом режиме. Ну, и инфографика показывает о том, что на ряде участков у нас завершены работы по выносу коммуникации. Это в частности по улице Чайковского и по мостам. Ну, по Чайковского 90 стоит ввиду того, что у нас там последние опоры остались. Ну и в целом вот те газовые работы, которые у нас остались, они все завершены. По микрорайону Марха также высокие показатели по выносу коммуникации. По улице Газовиков вынесли 4 опоры ЛЭП. И осталось вынести 1 газ по улице Газовиков. По остальным объектам все работы по выносу завершены. Ну, имеется в виду в микрорайоне Марха. По автодорожному округу остались работы по улице Красильникова. В строительном округе остались работы большие по улице Жарницкого, по линии водоканала на этой неделе. То есть сегодня-завтра мы совместно с водоканалом завершаем эти работы. По 202 и 203 микрорайону у нас практически также вынос завершен. Если смотреть объекты, то, как и было анонсировано вчера, был уложен первый слой асфальта по улице Петра Алексеева, и сегодня-завтра будет также продолжение этих работ. Второй слой закрываем и, соответственно, временно также открываем движение по Петра Алексеева. Второй участок начинается от улицы Рыдзинского, завершается... Так, вы Петра Алексеева когда планируете открыть для движения временно? В среду. В среду. Вы Петра Алексеева полностью откроете? Да. Полностью от кольца, которое около республиканской больницы? И до Семена Данилова. До Семена Данилова. Разметка будет к тому времени? Ну, постараемся. Но смотря как пройдет вот укладка второго слоя от Рыдзинского до Пирогова. Временное открытие означает, что вы ее потом закроете, когда будете... Ну, выставлять знаки, асфальтировать примыкание, асфальтировать автобусные карманы. Ну, то есть завершать оформление дорожное, да? Так, хорошо. Так, по следующей Жарницкого. Улица Жарницкого. Второй слой уложен от Семена Данилова до улицы Рыдзинского. Также работа завершена. Сейчас там движение открыто, жители вовсю пользуются. Второй участок, как я уже сказал, то, что после проведения работ водоканала на этой неделе мы также проведем асфальтирование второго участка. Это займет практически 1-2 дня, так как весь материал уже на месте завезен. И, как практика показывает, асфальтовые работы на таких участках занимают короткое время, 1-2 дня. Ну, 1-2 дня асфальт будет, да? Да. Затем вы его опять временно, весь участок откроете? Да. Для движения. Того, чтобы люди могли ездить. Затем какое-то время вы его закроете, чтобы завершить оформление. Да. Съезды, автобусные знаки, карманы, разметка. дорожные знаки. Совершенно верно. С освещением там как? Существующее освещение. Существующее освещение. Ясно. Дальше. Улица Газовиков. Здесь подрядная организация также усилилась за выходные. Как я уже сказал, то, что там были выносы опор, эти выносы он провел. Были пожелания жителей в части сохранения зеленых насаждений берез, также эти работы проведены. Идет укладка бордюрного камня, материал для основания щебень 2 разных фракций также завезен. Данный подрядчик сейчас работает по улице Якова Петерса. Там остался участок примерно 800 метров. Сегодня-завтра он укладывает первый и второй слой. И после этого он переходит на улицу Школьная, где основание уже полностью готово. Вынос также вот параллельно идет. Там получается... На этой неделе переходит на Школьную? Да, на Школьную. Когда примерно? Но в среду. Ориентировочно в среду. Потом, после того, как он уложит 1 слой, также за ней сразу второй, и потом он перейдет на улицу Экспериментальная. По итогам лабораторных исследований
было выдано заключение о том, чтобы он заменил участки асфальта, где не соответствуют требованиям рецепта. Но подрядчик обязался взяться за этот участок, и после школьный он также перейдет на экспериментальный вторым слоем, где и устранит те замечания, которые выявила лаборатория. Так, дальше. Но в целом, если взять объекты сейчас асфальтовые работы, 2 слоя уложено по улице Автодорожная. Ну, сейчас комиссионно поедем, посмотрим, и после этого примем решение открывать данный проезд. Полностью. На этой неделе нас ждут асфальтовые работы по улице Красильникова, по улице Чайковского и по улице Ларионова. По улице Ларионова от набережной Романа Дмитриева до Сурона Малана, для ориентира это дом с часами. В принципе, неделя будет связана только с асфальтовыми работами практически. То есть на этой неделе вот этот участок, он будет асфальтироваться? Да. Дальше что? Дальше, параллельно, после того, как мы откроем движение по уже уложенному асфальту, мы асфальтируем улицу Сурона Малана, там идет монтаж водоотводных лотков. После того, как весь бордюр будет выставлен, соответственно, мы начнем асфальтирование. Так, по водоотведению Петра Алексеева какие сейчас работы? Но сейчас параллельно, после того, как мы второй слой уложим, будут начаты работы по благоустройству. Это тротуары, и в рамках этих работ, конечно, предусмотрены эти наши трубы, которые уводят с самых низких точек воду на водоотводные лотки. Так, как вы решили технический вопрос вот того участка, где у вас газовая труба встретилась с водоотводным лотком? Там мы применили коллегиальное решение с Сахатранснефтегазбыт, и водоотводной лоток мы немного нарастили вниз. Соответственно, вода будет уходить. Уровень все вы Да. соблюдете, да? Хорошо, ладно, спасибо. Главстрой. Доброе утро. Ну вот, конечно, основной упор на этой прошлой неделе это были дороги. Сегодня у нас результат то, что движение пошло активнее. И, ну, и планово также за прошлую неделю вышло все-таки распоряжение по передаче тружеников тыла. На этой неделе мы ворота Якутска планируем. Ну, последнее замечание горсовета в среду отработали и предъявляем. Проводились работы у нас по гарантийным обязательствам 35-й школы. Но остаются еще все-таки незначительные там замечания, но в эту неделю, надеемся, устранимся. По Кедру ведутся в плановом режиме работы. По Бестужево-Марлинского, кстати, что там с гарантийными их обязательствами, что они делают? По Бестужево-Марлинского, да, значит, там устранение пучин по тротуару на одном участке. Они копают, пока мы до 5-го, да? До 5 сентября. Ой. До какого 5 сентября? Сегодня 9. До 5 октября значит, все замечания должны устранить, да. Евгений Николаевич, еще раз съездите, посмотрите. Потому что вчера я встречалась с жителями, они высказали массу претензий по поводу Бестужево-Марлинского и тротуаров, и всего на свете. Поэтому надо еще раз посмотреть. Но тротуары сняли, те, которые были Да. по лаборатории, тоже не прошли. Да. Держите на контроле, потому что осталось буквально вот 2 недели им доделать, потому что дальше, ну что 5 октября, мы же понимаем, что это такое. Так, по Толстого 20 по Вилюйскому тракту переноса сроков не будет. Поэтому надо искать другое решение. Хорошо, хорошо. Так, ладно, спасибо, садитесь. Отдел транспорта. Доброе утро. Прошедшая неделя в отделе транспорта прошла в штатном режиме, были организованы перекрытия к мероприятию. Все организации, перевозчики и сотрудники ГИБДД отработали в штатном режиме. Все прошло хорошо. Благодарю всех за содействие. Ждем заключения правового департамента по внесению изменений в договорные обязательства. Так, ну как же все прошло хорошо-то? Вы же успели посмотреть то, что нам отправили горожане вчера? Да, я доложу информацию. Получается, индивидуальный предприниматель, но это не по перекрытию, а случился инцидент в 35-м маршруте у индивидуального предпринимателя Петрюканова. Водитель будет уволен за самоуправство и несоблюдение договорных обязательств с сегодняшнего дня. Не будет работать.
Остальное все прошло в штатном режиме. Ну и я хотела бы поблагодарить руководителей 14 маршрута за оперативное реагирование на жалобы горожан. Есть 14 маршрут в зале или нет? Нет? А 35 маршрут есть? Вы здесь, да? Хорошо, спасибо. Здесь в зале сейчас присутствуют бригадиры некоторых маршрутов. Благодарю вас за то, что все-таки вы начали очень хорошо реагировать на жалобы, предложения и просьбы горожан. Если мы дальше с вами так будем работать, вот непосредственно бригадиры маршрутов, да, то я думаю, что мы придем к какому-то общему знаменателю, когда горожане будут довольны. Это хорошо, что вы здесь присутствуете, хорошо, что вы слышите. Если есть у вас какие-то свои предложения, вам тоже необходимо их озвучивать. Договорились? Спасибо. Продолжайте, пожалуйста. Так, рассмотрение состоится 12 сентября, очередной будет общественный совет, вопрос будет включен в повестку. Также по обращениям жителей были изменены на прошлой неделе схемы движения 14 и 16 маршрута. Благодарю руководителя промышленного округа Александра Александровича Иванова и Якутдорстроя Амирхан Мухарбековича за оперативное содействие. Привели в соответствие, агрегировали Ливаневского и Полина Осипенко, и мы смогли запустить 16-й маршрут для того, чтобы жители могли добираться до 10 и 15 школы, так как начался учебный процесс. Вот, графики движения за прошлую неделю выполнены на 89%. Здесь сыграла роль то, что были экстренные ремонтные работы по Лермонтова 4 числа. Нам пришлось менять схемы движения, и немного все равно интервалы там увеличились. Вот, и также у нас стоит острая проблема, перевозчики озвучивают нехватка водителей. Местное население не хочет работать, и ведется набор везде в средствах массовой информации. Будем озвучивать о том, что нужны водители на маршруты. Транспортные средства есть, водителей нет. Так, департамент по работе со СМИ, пожалуйста, помогите. Помогите, объявление соответствующее необходимо сделать о том, что идет набор водителей на автобусы. У нас же жалуются постоянно горожане о том, что работают приезжие, что рабочих мест и так не хватает. Ну вот, пожалуйста, есть рабочие места, готовы вас принять на работу, участвуйте, значит, подавайте свои документы. Хорошо, спасибо. Так, управление культуры, давайте мы послушаем, Антонина Николаевна. Итоги. Может быть, цифры, которые я в начале планерки озвучила, может быть, вы скорректировали уже ночью? Уважаемая Сардана Владимировна, дорогие коллеги, вот и один день ушел в историю, День города. В эти дни, именно 8 сентября, согласно устава города Якутска, проведен День города, и несмотря на то, что иногда нас ругают, что погода не благоволит и так далее, но тем не менее в этот день мы, несмотря на любые климатические условия, вместе с вами и вместе с горожанами славим наш город Якутск. В этом году именно 8 сентября проведено на 6 больших площадках 62 программы. Кроме этого, был ряд очень интересных мероприятий 7 и 6 сентября на базе и при организованности наших территориальных администраций. Спасибо вам всем большое. Всего, значит, все мероприятия у нас проведены качественно, хорошо. И хочется всех поблагодарить за сплоченность, за поддержку. Новое дыхание обрел наш гимн города Якутска. И я бы очень хотела еще раз призвать, если поет глава города Якутска на большой сцене, чтобы гимн пелся депутатами городской думы Альберт Никандрович, и чтобы это был текстовой набор. Хочется так, да? И текст гимна у нас есть в каждом компьютере, но многие быстренько нажимают, чтобы только быстренько зайти в свой комп, чтобы такое пожелание тоже есть. Вот, потому что мы гимн свой любим, это наш город, и хочется его петь очень достойно и торжественно. Вот. Хочу поблагодарить наши коммунальные службы, которые всегда с нами вместе рядом, Дорстрой, нашу полицию, это уже вот сказали. Ну и всех, весь свой соцблок. У нас уже заделы появились на будущее, есть куда нам расти.
И единственное, нам хочется, чтобы была техническая большая поддержка, потому что та материальная база, на котором живет сейчас муниципальная культура, она, конечно, время идет вперед, и хочется новых веяний, новых технологий, и хочется, чтобы чем-то еще раз удивлять и удивлять. И новые были у нас «Прошагай город». Хочу поблагодарить советников высоких и нашу команду, всех вас, кто так скажем, с душой принял это новое креативное такое движение и прошагали, и на Google Map, на карте Google появились новые хорошие достопримечательности города. Город Якутск, он не молодой, он не старый, он исторический, но молод душой. Спасибо. Спасибо. Несколько слов. Да, пожалуйста. Антонина Николаевна, большое спасибо за ваше предложение. Я бы здесь несколько слов сказал бы. Значит, депутаты тоже неплохо поют. И, скорее всего, здесь вопрос не к нам, в плане того, что если вы откроете сценарии, то вы обнаружите там, что депутатов почему-то стараются не допускать и как-то отстраняют от некоторых мероприятий. И, то есть петь не дают, да? Вроде, не только петь, но и выступать. Вроде бы бюджет общий, да, деньги общие тратятся, да, а почему-то депутатов все-таки как-то есть такое, да. Поэтому по желанию оргкомитетам, все-таки прислушаться к мнению Антонины Николаевны и привлекать депутатов к пению и так далее. Спасибо. Я думаю, что наша с вами работа оценивается не по пению и не по составу поющих, а все-таки по конкретным результатам, направленным на улучшение жизни горожан. А пение – это дело второе. Так, ладно. Так, пожалуйста, управление образования. Доброе утро. На прошлой неделе мы работали по распределению школьников по школам. Я про увеличение контингента уже говорил. Провели сентябрьское совещание работников образования, обсудили все те проблемы, которые у нас имеются, выставили цели и задачи. Вчера завершили слет волонтеров по пропаганде здорового образа жизни, то есть все школы будут иметь волонтеров, школьников, которые будут организовывать детское самоуправление и пропагандировать здоровый образ жизни. Был у нас бизнес-тренер Дамир, фамилию забыл, который подготовил, и сегодня будем работать еще заместителями, директорами по воспитательной работе. Так, мы с вами провели совместно сентябрьское совещание руководителей школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Те предложения, которые были высказаны педагогическим сообществом на секциях, которые работали по направлениям, они очень интересны. Я предлагаю их всех обобщить, оформить в виде плана с ответственными исполнителями, со сроками, и с целями, к которым мы стремимся. Да, потому что вы озвучили то, что теперь каждое учреждение образования будет вести и реализовывать какой-то новый проект, да, новое дело, которое мы впоследствии распространим на весь город Якутск. Это идея очень хорошая, потому что на сегодняшний день мы видим, что очень многое из того, что было начато в разные годы столичным образованием, успешно внедряется и реализуется теперь на территории всей республики. И некоторые проекты, они даже являются пилотными уже и в Российской Федерации, правильно, ведущими проектами. Поэтому нам с вами необходимо действительно продолжать генерировать новые идеи. Это первое. Второе. Мы с вами разговаривали о том, что мы должны будем увеличить количество детей, которые пройдут тестирование. Тестирование, и проведем его на базе Дворца детского творчества. В принципе, там и народный депутат Федосия Васильевна Габышева, эта идея у нее есть, и проект готовый есть.
чем больше детей пройдет тестирование в плане вот подготовки к выбору профессии, да, вот, и каких-то определенных навыков, умений, у одних детей, например, лучше развиты, чем у других там, по видам, скажем так. Да? Ну, мы же с вами говорим о том, что нет неталантливых детей, все дети талантливые. Да. И я очень поддерживаю вашу идею, Алексей Климентьевич, относительно более широкого проведения школьных олимпиад. Вы совершенно правы, когда и педагогическое сообщество вас поддерживает и говорят о том же, когда у нас на школьные олимпиады дети выбираются методом ты и ты пойдешь завтра на олимпиаду. Да? А мы должны сделать их массовыми для того, чтобы... Ну, это то же самое, как отбор в футболе, например, да, посредством, вот мы говорим, кожаного мяча, возрождение кожаного мяча, золотая шайба, да, ну и то же самое школьная олимпиада, но это, как бы, скажем так, более серьезный уже там образовательный уровень. Поэтому давайте начинать, в этом году мы не успели это с вами сделать, ну, в силу там организационных моментов, но я думаю, что к весне следующего года мы вполне себе будем готовы показать новый уровень школьных олимпиад. Спасибо. Спасибо. Так, Управление социальной защиты. Доброе утро, коллеги. У нас идет сезонный наплыв населения. И хотелось бы обратить внимание глав управ, родителей, да, детей школьного возраста о том, что вот мы отрабатываем 5-й год с управлением образования со всеми школами города Якутска в автоматическом режиме, в режиме вот, электронной почты. Родители малоимущих семей, они к нам за справками ходить вот после 1 сентября не должны. Мы со школами обмениваемся информацией, и если школа дает нам список своих учеников, то мы автоматически подтверждаем, что та или иная семья является малоимущей. Ну, надеемся, что до 20 сентября вот с Алексеем Климентьевичем мы отработаем, и родители вот к нам ходить вот, ну, понапрасну не будут. Также хотелось бы обратить внимание глав пригородных территорий. У нас реализуется вот уже 6-7 год программа «Социальный контракт». И в этом году у нас очень много, ну не очень много, да, но достаточно финансовых средств остается нереализованными именно в пригородах. По управам города Якутска практически все эти лимиты выбраны. И вот, пожалуйста, вот ищите свои многодетные малоимущие семьи, убеждайте. Мы тоже вот своих специалистов подключим, если надо будет, организуем выезд на места. Что значит убеждаете, коллеги? По каким критериям они не подходят или не согласны? Кто готов? Нет, просто тут речь идет о том, чтобы информировать население, и чтобы население это знало и подходило. Вот очень хорошая программа, 190 тысяч мы заключаем на 1 год. Ну, приоритет у нас многодетные семьи, малоимущие семьи, да? И, в принципе, если вот, ну, еще раз... Целевое назначение этих средств какое? Ну, тут семья может использовать эти деньги вот по своему усмотрению. Это в основном, ну, вот женщины выбирают швейное дело, маникюрные, парикмахерские услуги, мужчины гараж, там, автотехнику могут купить. В принципе, очень такой вот, ну, эффективная программа. Так, хорошо, спасибо большое. Главы пригородных администраций, пожалуйста, усильте работу. Так, и, Семен Иванович, мы с вами с 1 января 2020 года значит, приняли решение, значит, совместно вот с финансистами, экономистами нашими, о том, что все детишки из малообеспеченных семей по 11 класс будут ездить в городских автобусах бесплатно. Так? В этой связи нам надо все-таки нормативный документ подготовить и с управлением тоже отработать в плане того, чтобы не было задержек или каких-то недопониманий в части получения документов. Вот на этот проезд также будет требоваться. Малоимущих семей, малоимущие, да? Потому что многодетные у нас получают столичные пособия, и в столичных пособиях также предусмотрено целевое, ну, как бы не целевое назначение того, что в том числе компенсация расходов на проезд в городском транспорте. Это положение у нас с вами есть, оно не первый год действует. Очень хорошее решение было принято моими предшественниками, да? Ну, вот. Но в поддержку этого и в продолжение вот все детишки по 11 класс включительно из малообеспеченных семей. Потому что мы с вами знаем, что иногда семья может быть не многодетная, 2 детишек, но если работает одна мама, а если у них еще бабушка, дедушка на иждивении, то, конечно, автоматически эта семья малообеспеченная, но не многодетная. И вот и мама, или там у одинокого отца
бывают бабушки, опекуны, да, но тоже, в общем, средств немного, и это будет хоть какая-то поддержка. И вообще, коллеги, мы с вами продвигаемся к тому, чтобы найти возможность в нашем бюджете и в последующий там год или там полтора, ну как можно быстрее решить, чтобы проезд вообще школьникам был в городе Якутске бесплатный. Это наша задача, мы будем к этому стремиться постепенно. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Так, департамент жилищно-коммунального хозяйства. Добрый день, коллеги. На прошлой неделе хотели бы отметить два наших совместных выезда больших. Это первое по объектам ЖКХ села Хатасы, МУПа ПТСК, где членами комиссии выездного была отмечена высокая готовность объектов к отопительному сезону. И второе – это совместный выезд к объектам энергетики ЕГРЭС-1 и ЕГРЭС-новая и Якутский ТЭЦ. Изучив финансово-хозяйственную деятельность наших муниципальных гуманитарных предприятий, мы готовим на этой неделе наше предложение по дальнейшему действию. И в пятницу провели совместные мероприятия с Министерством ЖКХ «Вместе ярче». Это мероприятие направлено на пропаганду энергосбережения. Мероприятие прошло на высоком уровне. Все. Спасибо. СГХ. Быстрее, коллеги. Коллеги, доброе утро. По объектам многоквартирного жилого сектора у нас 100% готовые дома. По всему городу у нас осталось оформить паспорта готовности на 7 жилых домов. Это 3 в Гагаринском округе, в Центральном 1 и в Мархе 4. По ним проводятся или в ближайшее время будут проведены ремонтные работы. На сегодня тепло запущено в 61 дом, что в целом составляет 62% всего, да, но опять же сроки у нас определены 15 сентября, это по многоквартирным домам. Так, а по какому принципу вы выбираете, в какой дом подключить раньше? Это зависит от управляющей компании. Сами управляющие компании? Да, либо собственники. Так, адреса вот этих вот двухэтажных домов Билибина на контроль возьмите, пожалуйста, потому что граждане вчера жаловались о том, что на первых этажах вот этих деревянных домов по Билибину очень холодно, просят по возможности подключить отопление пораньше. Хорошо. Проверьте, пожалуйста. Хорошо, возьмем на контроль. У нас же как обычно, одни попросили пораньше, а другие говорят, зачем тепло, нам жарко, там, если гипертоники и так далее. Да? То есть тут надо золотую середину найти. Хорошо. Так, дальше. Так, по социальным объектам, да, по объектам образования у нас запущено тепло в 38 детских сада, это из 62, и в 42 школы из 52. А почему 38 из 62? Ну, здесь надо Не отметить... открыты еще или что? Надо отметить, что техническая готовность обеспечена по детским садам и по школам, да. Другое дело, что у нас сети оказались не готовы, и сейчас вот в экстренном порядке специалисты управления образования запускают вот эти вот сети у нас. Вместе с тем нужно отметить, что котельные, да, к которым подключены эти самые социальные объекты, 100% запущены. Это объекты теплоэнергии, котельные, да, и котельные Якутской ТЭЦ. Управление образованием, встаньте, пожалуйста. В чем проблема? Почему сети не готовы у вас? А чьи? Ну вот же стоит Егинов и говорит, что все, все, что город должен был сделать, сделал, а сейчас управление образования сети свои не подготовило. И вот же вот, коллеги, я правильно понимаю? Да, все верно. Ну, мы отработаем вместе с управлением образования. Вы уж и разберитесь, с ресурсоснабжающими организациями. Роман Сергеевич. Так, дальше садитесь. Так, по объектам культуры, да, тепло у нас не запущено, при том, что технические объекты готовы на 100%. По объектам физкультуры и спорта у нас тепло запущено в ДЮСШ-3 Тулагина, остальные будут также запускаться в плановом порядке, но объекты также на 100% готовы. По объектам здравоохранения у нас тепло запущено в 95 объектов, что составляет 91% от общего числа. Если оценивать готовность объектов коммунального комплекса, да, это из 17 теплоснабжающих организаций города Якутска, 10 у нас готовы на 100%, в целом готовность у нас составляет 87%. Подготовка по ним идет в плановом режиме, у них срок установлен 15 октября, это по объектам, это по котельным. По всему городу у нас запущено 40 котельных, всего у нас в городе 80, да. Это котельные ЕТЭЦ запущены у нас, теплоэнергия 23 котельные, ПТСК 9 и так далее. В целом запуск в отопительный сезон идет в плановом режиме. Ясно. Ладно. Так, Якутской кассете.
Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемый Сардан Владимирович, Альберт Никандрович. За прошедшую неделю в Якутской Осетии вывезено на полигон 12 750 кубических метров мусора, также крупногабаритного 980. За прошедшую неделю мы работали усиленно. В принципе, у нас выезжало 95% подвижного состава. В настоящее время мы готовимся к зиме, проводим подготовку техники. Ждем поступления 8 автомашин. 4 автомашины должны подойти к середине сентября в числах 13-15. В настоящее время также производим перерасчет по прямым договорам. В настоящее время из них проведено перерасчет на 38 тысяч прямых договоров. В настоящее время также готовим тарифную заявку в Госкомценрек по уточнению тарифа, и в том числе по нашим производственным расходам. В целом ситуация остается достаточно такой сложной, но тем не менее мы прилагаем все силы, чтобы ситуацию стабилизировать, оптимизируем свои расходы в части организации вывоза, в том числе с пригородных территорий. В настоящее время также будет проводиться аудиторская проверка финансовой деятельности за прошедшие годы. Спасибо. Жилкомсервис. Добрый день, уважаемые коллеги. За предыдущую неделю городской полигон принял свыше 14 тысяч отходов, вывезено свыше 11 тысяч жидких бытовых отходов, перемещено на стоянку несанкционированно размещенных 7 гаражей, отловлено более 70 голов бродячих животных. В целом ситуация с мусором остается достаточно тяжелая, несмотря на то, что должным образом региональным операторам на сегодня не погашается задолженность и имеются риски, поставщики топлива хотят прекратить отпускать нам топливо. Тем не менее, Жилкомсервис сегодня работает, технику выпускает. Вам счета не закрыли еще? Счета у нас закрыты, поступила инкасса на наши расчетные счета. Сегодня существует задолженность по налогам, которая будет списываться, пока они не исполнятся, в размере более 12 миллионов рублей. И буквально через неделю у нас мы ждем второй инкассы на сумму 10 миллионов. Ну, как и предполагали. Так, ну, Максим Макарович, у вас есть же источники по погашению налоговой задолженности, вы определили, да? Да, по 14 миллионам у нас источники есть. В ближайшее время мы решим этот вопрос. Меня беспокоит сейчас заработная плата работников. Вот это первое, что меня беспокоит, потому что все-таки людям тоже надо готовиться к зиме, поэтому надо принять все меры, в первую очередь для того, чтобы обеспечить заработную плату работников. Спасибо. Так, пожалуйста, Наталья Романовна. Доброе утро, уважаемые коллеги. Социальный блок ту неделю отработали в плановом режиме. В общем-то, было очень много мероприятий, в котором были привлечены практически все, и управы, и социальный блок, все структурные подразделения. Да, на этой неделе у нас планируется несколько заседаний межведомственной комиссии по профилактике субъектов. Дальше завтра планируется выездное заседание Республиканской межведомственной комиссии по субъектам профилактики правонарушений, в котором мы тоже задействованы. Так, дальше. Сейчас по выпускникам 9 и 11 классов начался осенний период государственной итоговой аттестации пересдачи. Девятиклассников 493, из них 358 пересдают математику. Выпускников 11 классов 75 – это пересдающих математику. Так, дальше, кроме этого, по вакцинации уже дано поручение Управлению образования о проведении еженедельного мониторинга, но это, как обычно, в каждый четверг, и по дошкольным образовательным организациям, и в школах города Якутска. Так, и в конце этой недели мы планируем проведение заседания межведомственного с участием Министерства образования, Министерства связи, МФЦ, специалистов по упорядочиванию работы портала по подаче
заявлений и контроля очередности детей дошкольного возраста. Ну, вкратце так. Так, Доброе утро, коллеги. Так, стоп. Сейчас, минуточку, Евгений Николаевич. Мы с вами, Наталья Романовна, на прошлой неделе провели первое совещание по работе с лицами без определенного места жительства, или как они проходят по официальным источникам, без определенного источника доходов. Да? Значит, и понятно, что полиция совместно со всеми значит, ведомствами, которые в этой работе заинтересованы, порядка 250 человек было привлечено в разной степени ответственности за совершенные правонарушения. Но я считаю, что их гораздо больше, чем 250 человек на территории города Якутска. И мы с вами понимаем, что там по 70 с лишним человек помещаются в спецприемник, оштрафовано более 100 человек там. Значит, десятками отправляются они обратно в улусы, и через какое-то время они возвращаются обратно. Да? И мы с вами, значит, определенные решения на этой первой встрече приняли. Да? Пожалуйста, просьба, значит, ускорить подписание протокола и готовиться к следующему совещанию, потому что пока было тепло, они жили на природе, у реки, там, в общем, как-то отдыхали на вольных, скажем так, да, а сейчас с наступлением холодов, конечно, они начнут возвращаться в город. И опять будут на теплых остановках, опять будут в тех этажах. И самое главное, что даже дело не в том, что они могут совершить, да, тут как бы правоохранительные органы держат, конечно, тоже на контроле, но и сами могут стать, значит, объектами преступных посягательств, и такое тоже случается. Поэтому, конечно, это беда нашего города. Значит, мы с вами говорили о том, чтобы поручение ДИЗО, кстати, Жанна Викторовна, посмотреть заброшенные здания у нас есть, которые или как безхозяйные значатся, или значатся на муниципалитете, находятся в неудовлетворительном состоянии. Если есть возможность передать им их частному, малому и среднему бизнесу для организации дополнительных мест там, для нахождения этих людей, для реабилитации, лечения, то можно попробовать. Пока не знаю, как вот по договорам государственно-частного партнерства, концессии или еще как, надо посмотреть. И на прошлой неделе мы также провели антинаркотическую комиссию, на которой я с удивлением для себя узнала о том, что вот это вот жевательный табак, который имеет все-таки одурманивающий эффект, официально наркотическим средством не признан, и поэтому никаких мер в отношении вот этого вот жевательного табака не принимается. И, как сообщают горожане, этот жевательный табак реализуется во фруктовых, овощных ларьках, в том числе школьникам, но как бы факты не подтвержденные, но тем не менее, значит, сигналы такие есть. И поэтому, может быть, нам как раз и с депутатским корпусом эту тему рассмотреть, потому что, ну, это не... Есть такая проблема. Да, есть такая проблема, и это очень нехорошо. Я полагаю, что это проблема в целом Российской Федерации, даже не сколько наша с вами. Поэтому это тоже, пожалуйста, на заметку возьмите. Да, Евгений Николаевич. Доброе утро. Всех с прошедшим праздником. Значит, строительный блок на прошлой неделе отработал в штатном режиме. Были проведены совещания у первого заместителя председателя правительства по реализации проекта БКАТ. Получено, значит, понимание того, что нам нужно вносить корректировки в проектно-сметную документацию 2021 года. Попросим на этой неделе рассмотреть, значит, правительство по помощи в определении источников. Значит, по объектам Толстого, Вилюйского сегодня идем к министру образования. Переносить сроки не получится, поэтому будем думать, как просить помощи от них в вопросе решения экспертизы. Ну, в целом, значит, по этим направлениям усиленно работаем над ними. К концу недели проведем комиссию по безопасности дорожного движения. Спасибо большое. Так, Роман Сергеевич, я думаю, к следующей планерке будете готовы. Павел Николаевич, наша с вами основная работа по дню города у всех горожан на виду. Так, контрольно-счетная есть что сказать? Ну, МОП ЕПАК проверка проводится. На следующей неделе будет начата проверка МОП «Ритуал». Ну, так как проверки финансово-хозяйственной деятельности, оно является всеобъемлющим характерами, так скажем, да. И нам бы хотелось, как бы сказать, более уточнить или
на что особенно обратили внимание, так как один человек за короткий период, ну, большие проверки, они практически невозможно проверить все, поэтому в будущем как бы это... Хорошо, давайте мы с вами в течение дня переговорим. Я уточню, что именно я имела в виду, когда просила вас организовать проверку МУП-ПАК и ритуал. Хорошо. Благодарю вас. Спасибо. Пожалуйста, Максим Макарович. Добрый день, Сардан Владимир, Альберт Никонорович, уважаемые коллеги. На прошлой неделе состоялась сессия по уточнению бюджета. Проведены встречи с ФАПК Якутии и ПТСК по их финансовому состоянию. Проведена комиссия по оптимизации расходов, в том числе по итогам проведения закупок и распределения экономии. Подготовлен соответствующий проект распоряжения, где в том числе частично отражен вопрос жилкомсервиса. На этой неделе мы ускорим этот вопрос. Рассмотрены вопросы формирования цен на СМР в дорожном строительстве. Данные поручения соответствующим службам, чтобы рассмотрели возможность уменьшения затрат по сметам. Также проведен научно-технический совет. Основной вопрос – это мирозаведение и 19-й корпус. Было доложено о том, что сейчас проводятся работы по Северо-Восточным федеральным университетам по определению необходимого перечня мониторинговых и работ по СМР. Проведено совещание у Колодезникова Алексея Васильевича, первого заместителя председателя, по корректировке плана дорожных работ на 19-20 годы. У меня все. Хорошо, спасибо. Альберт Никонорович. Доброе утро, уважаемые коллеги. Выражаю слова благодарности организаторам празднования Дня города. Все мероприятия прошли на высоком организационном уровне. Но все-таки хотелось бы высказать одно предложение в целях укрепления наших взаимоотношений и созидательного взаимодействия, привлекать депутатский корпус на все, без исключения, мероприятия, финансируемые за счет бюджетных средств и муниципальных учреждений. Нам здесь необходимо выдерживать конструктивный баланс между двумя ветвями власти. Город постепенно переходит на осенне-зимний период. По информации Департамента ЖКХ, отопление в школьные и дошкольные другие социальные учреждения подаются по графику. Прошу держать на контроле также первоочередной запуск тепла в интернаты для престарелых и инвалидов, также все специализированные учреждения для людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день жители города волнуют вопросы своевременной подачи тепла в жилой фонд, ремонт, строительство автодорог. Депутаты Якутской городской думы и заместитель председателя Якутского всероссийского общества инвалидов по нашей республике Андрей Анатольевич Петров 5 сентября провели совместное выездное мероприятие и ознакомились с ходом реконструкции, строительства и ремонта городских дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Комиссия посетила улицы Автодорожная, Ларионова, Сарунова, Амалона, Ивана Орбита, Красильникова, Жирницкого, 202, 203 микрорайоны. Вопрос по обустройству и эффективного водоотведения вдоль дорог в нашем городе пока остается в повестке депутатов. Прошу начальника управления дорог Домотова Валерия Афанасьевича не забывать про необходимость принятия соответствующих природным условиям нашей республики государственных стандартов дорожных покрытий. Еще в июле во время такой же выездной комиссии было предложено создать инициативную группу, но пока конкретных предложений в адрес депутатов Якутской городской думы не поступало. Напоминаю, что следующая очередная 10-я сессия Якутской городской думы назначена на 27 ноября 2019 года. Последний день приема материалов 7 ноября. Прошу учитывать это в своей работе. Спасибо за внимание. Всем удачной рабочей недели. Спасибо. Уважаемые коллеги, так, организационный отдел управления. Сидоренко Евгений Васильевич. Ну я сколько могу выслушивать о том, что депутатов туда не позвали, депутатов сюда не позвали? Ну зовите, пожалуйста, депутатов.
давайте им слово, дайте им песни петь, я не знаю, ну, делайте, что надо. Ну, сколько можно на городских планерках слушать, что депутатов туда-сюда не зовут? Если так важно, надо звать. Дальше. Значит, мы с вами все в субботу вышли и заложили основу будущего Парка Победы. Просьба всем подразделениям, значит, подготовиться к тому, чтобы эти саженцы хорошо перезимовали. Сергей Михайлович, проект это надо держать на контроле. Значит, и уже сейчас распланировать, что мы будем делать там весной. Соответственно, в финансовую часть все это надо будет заложить. Далее. Мы с вами начали 7 числа, также в субботу, все вместе, всем городом, собирать средства на завершение реконструкции одного из самых старых храмов города Якутска. Но самый старый, он на улице Каландрашвили сейчас восстанавливается, а вот этот второй, он действующий. Построен начато строительство в 1754 году. Вы представляете, какое старинное здание? И единственный сохранившийся, значит, иконостас, самый древний иконостас Восточной Сибири находится в городе Якутске. И я думаю, что независимо от вероисповедания, мы все понимаем, насколько в культурном, историческом, туристическом плане этот объект для нас с вами ценен и важен. И поэтому просьба присоединиться к сбору средств на завершение реконструкции этого храма, этого исторического здания города Якутска. Мы с вами говорим о том, что мы должны обеспечить, ну, во-первых, нормальное вхождение в отопительный сезон. Крайне негативно я восприняла новость о том, что у нас управление образования, ну, объекты управления образования не запустили тепло в детские садики. То есть все, о чем вы докладывали до этого времени, не соответствует действительности. О практически 100% готовности города Якутска к отопительному сезону. Я думаю, что если бы я подняла управление здравоохранения, там тоже были бы какие-то новости. Дальше, по ремонту дорог. Значит, у нас осталось буквально немного совсем, значит, по температурному режиму, когда мы можем, значит, продолжать асфальтовые работы по асфальтированию, поэтому просьба ускориться без потери качества. Понятно. И работайте с населением. Кстати, разрешите представить, новый руководитель департамента по работе со средствами массовой информации в ближайшее время приступит к работе. Степанов Илья Евгеньевич. Профессиональный журналист, имеет опыт руководства средствами массовой информации. Сейчас мы все формальности с образованием и прочими вещами закончим и будем оформляться. Так. Значит, нужно разъяснительную работу с населением о этапности работ, потому что вы сейчас откроете работы и пойдет новый виток. Вот так они отремонтировали дороги, нет лотков, нет тротуаров, нет того-то, ну поэтому заранее упреждающе людям объясняйте. Так, меня очень беспокоит стабильная работа новых объектов дошкольных, школьных образовательных учреждений. Поэтому вот в этой части, Наталья Романовна, я знаю, я благодарю вас, что вы, значит, отказались от своего очередного отпуска для того, чтобы завершить эти мероприятия. Так, значит, ну и мы говорим о том, что вообще в целом мы готовимся, Альберт Никандрович, к изменению структуры окружной администрации. Мы с вами это обсуждали. Значит, если нам нужна подготовка, если успеем, на ноябрьскую сессию внесем, потому октябрь мы не успеваем уже, да. На ноябрьскую сессию мы внесем, поскольку у нас есть, да, на очередную, у нас есть департамент градостроительства, у нас есть управление архитектуры и градостроительной политики. И вот таких вот дублирующих у нас названий много, они путают прежде всего горожан. Департамент имущественных земельных отношений, агентство земельных отношений. Год мы с этой структурой проработали, мы с вами это обсуждали, поэтому соответствующий проект. Я думаю, что уже на уровне рабочей группы, Павел Николаевич, надо будет депутатов включать, даже в досессионный период, не на рабочие группы уже, ну, в смысле, не на постоянные комиссии Якутской городской думы, а уже в наши рабочие группы, чтобы обсуждение было как можно более тесно с первого дня, чтобы потом не было долгого обсуждения. Уважаемые коллеги, значит, мы в отопительном сезоне уже практически, повторяю еще раз, поэтому руку на пульсе держим. Паспорт готовности, значит, жду. И все-таки, как вы и докладывали ранее, обеспечьте готовность города к отопительному сезону. 100%, как вы ранее докладывали.
На сегодняшний день это не так. Спасибо, удачной всем недели.